День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Вектор развития страны на ближайшие 6 лет. Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Основной прозвучавших инициатив стали предложения самих граждан. В Якутии началось голосование на выборах президента России в труднодоступных местностях. Члены выездных участковых избиркомов планируют охватить порядка 12 тысяч человек. В тепличном комплексе «Саюри» в минувшем году вырастили почти 2500 тонн овощей. Сегодня комплекс обеспечивает до 25% потребностей населения Якутска в свежих овощах. Здоровье человека – залог счастливой жизни. В первый весенний день обновленный комплексный терапевтический участок микрорайона Кангаласы распахнул свои двери. В Якутске стартовали традиционные первенства и чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу уже много лет подряд. Эти соревнования посвящены памяти первого чемпиона мира по кикбоксингу из СССР Александра Иванова. Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию и, по сути, обозначил вектор развития страны на ближайшие 6 лет и дальнейшую перспективу. Стратегические задачи, приоритетные направления внутренней и внешней политики. Выступление длилось более 2 часов и стало рекордным по продолжительности. Президент подчеркнул, основой прозвучавших инициатив стали предложения самих граждан. Конкретные меры были во многом сформированы во время поездок по регионам, прямого разговора с рабочими, инженерами гражданских и оборонных заводов, учителями, учеными, врачами, волонтерами, предпринимателями и многодетными семьями, а также военными. Владимир Путин, открывая послание Федеральному собранию, отметил, что сегодня перед страной стоят большие задачи, которые можно решить только вместе. По его словам, Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы. При этом в российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность. Глава государства назвал политическую систему России одной из опор ее суверенитета. Реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Задачи большие. Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией, и в этом году 10 лет легендарной русской весне. Но и сейчас энергия, искренность, мужество ее героев, крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывает гордость. Мощности вооруженных сил России выросли многократно. Об этом также сообщил президент страны. По его словам, стратегические ядерные силы государства находятся в состоянии полной готовности. Комплекс «Кинжал» эффективно используется в спецоперации. В общем и целом, все прежние планы по развитию российской оборонной сферы выполнены. В заключении темы вооружения глава государства назвал голословными вбросами утверждения о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе. Наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику, успешно решают поставленные перед ними задачи. И хочу сказать, что это во всех звеньях. От взвода и оперативного звена до самого высшего звена руководства. Мы видим. В ходе своего послания Владимир Путин назвал одной из самых острых проблем России невысокие доходы, в том числе многодетных семей. По его словам, проблема бедности прямо затрагивает более 9% населения. Нужно к 2030 году добиться уровня ниже 7%. Глава государства поставил задачу вдвое сократить к 2030 году бедность среди многодетных семей. В том числе Путин поручил продлить до 30 года программу льготной семейной ипотеки, сохранив ее базовые параметры. По словам президента, ставка по семейной ипотеке останется на прежнем уровне для семей с детьми до 6 лет. МРОД к 2030 году должен увеличиться почти вдвое до 35 тысяч рублей, что отразится на размере зарплат и пособий.
Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в 2 раза, хотя бы до 12%. То есть мы должны сделать особый акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей. Понимаю, что в целом борьба с бедностью – это задача непростая, она носит абсолютно системный характер, многовекторный. Поэтому, повторю еще раз, важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными, давали ощутимый, реальный результат для людей, для семей наших. В России будут запущены сразу несколько новых национальных проектов, которые коснутся ряда сторон жизни российского общества. Эти планы во время ежегодного послания Федеральному собранию анонсировал президент страны Владимир Путин. Новые национальные проекты будут посвящены сфере труда, а также вопросам защиты семьи. Реализация некоторых из них начнется уже в этом году. С подробностями Юрий Осипов. Первым из новых национальных проектов, о запуске которых объявил российский лидер, стала программа «Семья». Говоря о проекте, Путин отметил, что демографическая обстановка в России остается сложной, несмотря на то, что число многодетных семей в стране только за 4 года выросло на 26,7%. Глава государства сообщил, что на выполнение новой программы будет выделено 75 миллиардов рублей. И поступать средства начнут с 2025 года. Из послания президента следует, что национальный проект будет действовать до 2030 года. В рамках программы россиянам будут положены налоговые вычеты. За рождение первого ребенка родители получат 1,4 тысячи рублей вычета. За второго в 2 раза больше – 2,8 тысячи рублей. А за третьего и последующих уже 6 тысяч рублей. Действие уже существующих программ поддержки семьи, в числе которых и выплата материнского капитала, также будет продлено до 2030 года. Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется «Семья». В ряде конкретных инициатив прямо сейчас и скажу. Первое. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семей с детьми. Я хочу прежде всего поблагодарить коллег за эту работу и предлагаю дополнительно помочь субъектам федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада. Вот в 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 30 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года. Еще один новый национальный проект посвящен поддержке российской молодежи. Его реализация начнется уже в этом году. В рамках его выполнения власти будут консолидировать все позитивные наработки из сферы молодежной политики. Российские власти будут поддерживать классных руководителей и школьных кураторов. Так, советникам директоров школ по воспитательной работе будет положена дополнительная выплата. Ее размер составит 5000 рублей. Советники директоров будут получать выплату с 1 сентября этого года, а кураторы и классные руководители уже с 1 марта. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. И уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свое призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш подвижнический труд. В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников. В рамках проекта «Кадры» в каждой российской школе будет запущена программа профориентации, чтобы обеспечить связку работодателей и сферы образования. По словам главы государства, в планы властей входит подготовить около 1 миллиона специалистов рабочих профессий, которые начнут трудиться в высокотехнологичных сферах российской экономики. В ходе выполнения национального проекта около 124 миллиардов рублей будет выделено только на ремонт общежитий и спортивных объектов российских техникумов и колледжей.
Кроме того, по всей стране будут построены около 40 студенческих городков. Всего же на проект будет выделено около 400 миллиардов рублей. С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями. Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята посмотрят цеха, вот как мне предлагали в одной из моих поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас в эту работу. На принципах тесной кооперации образования и предприятий реального сектора мы реализуем проект «Профессионалитет». Он позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка 1 миллиона специалистов рабочих профессий. Такие подходы мы должны распространить на всю систему среднего профобразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, для сферы услуг, туризма, учреждений культуры, творческих индустрий. Владимир Путин обратил внимание на проблему продолжительности и качества жизни в сельских территориях России. По заявлению президента, к 2030 году власти должны обеспечить ожидаемую продолжительность жизни на селе в 78 лет, а позже поднять эту цифру до 80 и более лет. Для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, государство выделит не менее 1 триллиона рублей на строительство и ремонт объектов здравоохранения в российских регионах. Кроме того, Путин объявил, что в срок до 2030 года услугами долговременного ухода должны быть обеспечены все нуждающиеся, а тем, кто регулярно следит за своим здоровьем и проходит диспансеризацию, будут предоставлены налоговые вычеты. Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет. А в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам. Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Новый проект «Экономика данных» предполагает поддержку властями стартапов и предприятий, которые производят оборудование для хранения и обработки данных. На программу российские власти планируют выделить около 700 миллиардов рублей. Первое. Мы должны быть независимы, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Второе. Нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные авиационные, морские и другие системы. Экономика данных, новые материалы и химия. Путин подытожил, что все эти программы должны быть утверждены правительством уже до конца этого года. Суммарно на выполнение национальных проектов правительство выделит более 2 триллионов рублей. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Глава республики объявил о присвоении почетного звания Героя России еще одному якутянину, майору Игорю Юргену. Обладатель звезды Героя – уроженец поселка Нижний Куранах Алданского района республики. Юрген с первых дней СВО находится в зоне боевых действий. Он выполняет все поставленные задачи, показывает истинный пример настоящего патриотизма и бесконечной любви к родине, отметил Лайсан Николаев. Кроме того, за время боевых действий Игорь Юрген награжден 2 орденами мужества и медалью за отвагу.
Помощь однокласснику в непростое время. Ученики 6 класса первой школы Ленска собрали посылку папе одноклассника в зону специальной военной операции. Что включено в посылку, расскажет Светлана Балеева. Константин Бабакин учится в 6 классе первой школы. Папа мальчика находится в зоне СВО с сентября 2022 года. Сегодня он служит в Запорожье в 62-й бригаде, минометчиком и танкистом одновременно. Я его очень давно не видел, я очень его жду. Потому что он шлет мне сообщения, фотки, там собака у него есть. Он мне кидал фотки собаки, он кидал фотки танка, он разрушенные здания кидал. Ну, там очень много всего. Сын с отцом общается регулярно. Недавно в своем сообщении папа поинтересовался у Кости, какими общественными делами занимается их класс. Письмо мальчик показал классному руководителю и одноклассникам. Так и было принято решение ответить на него всем вместе. Костя сообщил, что папа его интересуется жизнью класса. Мы подготовили фотографии для отправки посылки. И всем коллективам писали письмо. Никто из ребят не остался в стороне. Каждый на небольшом альбомном листе написал свое письмо, в котором поделился с Костиным папой успехами класса. Я написала письмо про наш класс, чем мы занимаемся, участвуем в каких конкурсах и какие места занимаем. Дорогой солдат и отец Кости, мы живем хорошо, занимаемся на различных олимпиадах и в других играх. Мы участвовали в игре про снятие блокады, а также День науки. Набирали баллы, чтобы выиграть в конкурсе «Класс года». Виталий Викторович, мы вас верим, победа будет за нами. К письмам в посылку ребята положили шоколад, несколько эмблем, которые девочки на уроке труда сделали совместно с учителем, и маскировочные сети. Их плетет вся школа с начала специальной военной операции. Посылка отправится в зону СВО уже на этой неделе. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Победа будет за нами! В Саха-гимназии установили парту «Герои» и стенд «Героев ДНР». Таким образом, Саха-гимназия присоединилась к всероссийскому образовательному проекту. Парту «Героя» посвятили бойцу Росгвардии Андрею Щепкову. Сидеть за партой будут только те ученики, которые имеют достижения в учебе, активно принимают участие в жизни класса, школы и города. Также на парте размещается QR-код для мобильных устройств, отсканировав который школьник попадает на официальный портал, где представлена информация о герое. 22 июня 2022 года Андрей Щепков погиб на территории проведения СВО в составе обводного отряда ОМОН «Бизон» Росгвардии. Указом президента России за проявленное мужество, смелость и отвагу награжден орденом мужества. Он был очень активным отцом, который способствовал тоже для развития наших ребят в их физической подготовке и духовно-нравственном воспитании. Сегодня у нас присутствуют гости. Это наши выпускники, которые побывали уже в военных действиях Донецка, родители, матери, а также наши бабушки, которые очень любезно согласились сегодня поприсутствовать на таком замечательном мероприятии. Тем временем стартовало досрочное голосование. Данным правом могут воспользоваться избиратели, находящиеся в отдаленных и труднодоступных местностях. 76 участковым избирательным комиссиям предстоит охватить более 12,5 тысяч человек в 26 районах республики. Отмечу, что при таком виде голосования к избирателям приезжают с переносным ящиком и бюллетенями. После того, как выбор сделан, голосующим ящик отпечатывают и отвозят в избирком. Открывает его по окончании голосования, чтобы подсчитать результаты. Сегодня у нас начались первые выборы досрочные в труднодоступных отдаленных местностях. На выборах у нас активно участвуют, подают заявления, те, которые не прописаны тут и работают. Но население активно участвует в выборах. Сейчас и настрой тоже хороший. В Алдане завершился обучающий семинар для членов территориальной избирательной комиссии. Обучение, включившее теоретическую и практическую части, провели представители Центра избиркома Якутии. В чем особенности организации предстоящих выборов президента России, узнавали наши коллеги. Информирование граждан, выдача избирателям бюллетеней, применение сейф-пакетов, составление протоколов по итогам голосования – эти и многие другие вопросы обсуждались на прошедшем в Алдане семинаре для членов территориальной избирательной комиссии. Обучение по подготовке к выборам президента страны проводили представители Центра избиркома Якутии. В рамках проведения избирательной кампании по выборам президента страны мы проводим мощные семинары с нашими участковыми избирательными комиссиями, с территориальными избирательными комиссиями.
так сказать, освежаем память. В ходе обучающего семинара упор был сделан на особенности предстоящих выборов президента России. Представители Центра избиркома подробно остановились на организации голосования вне специально оборудованного помещения, а также рассказали слушателям о закрепленных в законодательстве нововведениях. Новшества у нас по кандидатам были введены. Сейчас у нас на должность президента страны может претендовать человек, который 25 лет уже проживает на территории нашей страны. В Алданском районе 28 избирательных участков. Организацию и проведение выборов обеспечивают порядка 250 сотрудников, а всего избирательным правом могут воспользоваться более 28 тысяч человек. В единые дни голосования подсчет заполнивших бюллетеней граждан в численном и процентном соотношениях ведется постоянно. Данные из Алданской ТИК поступают в Центр избирком. Такие семинары очень важны для всех членов участковых избирательных комиссий, организующих и проводящих выборы. Помимо того, что будет именно теоретическая часть, с членами комиссии проведут еще практическую часть. Да? Это именно перемещение бюллетеней в сейф-пакеты, да, оформление актов по перемещению бюллетеней в сейф-пакетов. В ходе обучения члены Алданской территориальной избирательной комиссии ознакомились со схемами действий, которые прописаны на каждый день голосования. По завершении семинара слушатели могли задать представителям Центра избиркома Якутии вопросы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Российский бизнес развивается, новую жизнь получают действующие предприятия, открываются новые, малый и средний бизнес показывают отличные темпы роста. Один из ярких примеров на всем Дальнем Востоке – тепличный комплекс «Саюри». Сам комплекс обеспечивает до 25% потребностей населения Якутска свежими овощами. О новых достижениях расскажет Аманотов. Александр Азаров – опытный овощевод, агроном. Работает в «Саюри» почти 2 года. Сам признается, попасть на работу в тепличный комплекс была его мечта. Особенно, отмечает Азаров, радует то, что хобби удалось превратить в специальность. Данный комплекс «Саюри» был построен благодаря поддержке нашего президента Владимира Путина. И изменения достаточно серьезные. То есть комплекс увеличивается, расширяется и, насколько известно, ожидается даже вторая очередь. Это все благодаря президенту. Эта модернизация в буквальном смысле дает свои плоды. За минувший год в «Саюри» вырастили 2500 тонн овощей. В основном выращиваются огурцы, томаты и зелень. Сегодня «Саюри» обеспечивает до 25% потребностей населения Якутска в свежих овощах. В первую очередь снабжают свежими овощами детские сады, школы, больницы и другие соцучреждения. Прежде всего, нам нравится видеть радостные лица покупателей в наших магазинах. Также счастливого ребенка, держащих в руках вкусную ароматную клубнику. Ну и если подытожить, нет лучшего мотиватора, чем выполнение поставленных задач. Лучшие показатели работы комплекса – положительные отзывы покупателей. Они отмечают качество продукции и богатый ассортимент. Многие закупают продукцию целыми ящиками. Понравилось тем, что она натуральная, но ближе к нам, к себе, не то что вот привозные. И нам очень понравился этот вкус и то, что она натуральная такая, и естественная. Можно с уверенностью сказать, российские предприятия и бизнес активно развиваются. Действующие получают обновления, а новые открываются и совершенствуются. Причем это развитие стало возможным благодаря поддержке отрасли президентом и правительства страны. И эта работа будет продолжена. Аманотов, Элита Махно, Якутск. С января этого года вступил в силу федеральный закон о занятости населения в Российской Федерации, в статьи которого вошел и ряд изменений для работодателей. Так, работодатель обязан исключительно через информационные ресурсы на единой цифровой платформе «Работа России» ставить в известность службу занятости о любых действиях и событиях, которые влияют на рынок труда, а также сведения о рабочих местах для граждан с инвалидностью и появлении вакансий. Продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем.
Владимир Путин утвердил стратегию развития арктической зоны страны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Так, предприятие «Дороги Арктики» пополняется новой техникой. Например, в текущем году приобретено 10 единиц спецтехники, которые будут задействованы в этом сезоне. Ежегодно предприятию выделяются средства из Дорожного фонда республики. Финансирование в последние годы растет, благодаря чему и обслуживается больше дорог в арктических районах. Так, в 2022 году было выделено более 850 миллионов рублей, а в 2023 году объем средств превысил 1 миллиард рублей. Дороги Арктики обслуживает и эксплуатирует 8170 километров автомобильных дорог в Арктике. Да. Вообще у нас созданы 9 дорожных участков. В сложных участках автомобильных дорог в Арктике обустроены пункты обогрева. Это пункт обогрева вообще из себя представляет на базе 20-тонного контейнера. Она утепленная. В контейнере есть печка, 4 кровати, стол, стулья. Новый аэропортовый комплекс в Мирном готов на 70%. Основные строительные работы на площадке закончат в конце 3-го квартала, а здание аэровокзала сдадут в ноябре-декабре этого года. Подробнее о том, что уже поступило в аэропорт, чем уникальные объекты, а также о реконструкции взлетно-посадочной полосы в соседнем аэропорту «Полярный», расскажет Юлия Сундукова. Этот габаритный груз – не стройматериалы, а важная часть современного северного аэропорта – телетрапы. По ним пассажиры проходят из здания аэровокзала сразу в самолет. На днях 2 туннеля доставили на стройплощадку Мирного. Здесь работы не останавливаются ни на день. На всех объектах запустили сети тепло- и электроснабжения. Рабочие монтируют вентиляционные системы и инженерные коммуникации и приступили к чистовой отделке. Некоторые здания готовы на 80%. Например, грузовой терминал и ангарный комплекс. К слову, их проектировщики сделали уникальными, сблокированными. Офисные и ремонтные блоки, помещения для спецтехники, раздевалки сосредоточены в одном здании. Вот здесь будет находиться вся авиакомпания «Алроса», включая ее техническую часть, включая летный состав, включая офисную часть. То есть вся компания в одном здании, включая ангар. Это позволит сократить перемещение персонала в холодное время, в теплое время года. С потеплением подрядчик возобновит работы на топливораздаточном комплексе. Основные строительные работы и благоустройство площадки рабочие должны закончить в конце сентября. А вот здание аэровокзала сдадут в ноябре-декабре. Строители уже одели его в зеркальные витражи по периметру, внутри возвели лестницы, построили перегородки на 1-м этаже и начали на 2-м. Чтобы обеспечить устойчивость всех сооружений на века, в аэропорту применяют еще одну уникальную технологию – термостабилизацию грунтов. Она работает как холодильник, только под землей. Применена она для того, чтобы сохранить вечно мерзлые грунты в мертвом состоянии. Весь теплый воздух, который находится в грунте, через конденсаторные блоки он выходит на улицу. Соответственно, грунт промораживается, и мы имеем эффект температурной стабилизации грунтов. В целом аэропортовый комплекс готов на 70%. Его ведут в эксплуатацию в 2025 году. Завершение главной стройки десятилетия ждут все жители Алмазного региона. Они уже представляют, какой будет воздушная гавань. Я так думаю, что там эскалаторы, наверное, будут. Скорее всего, уже будет посадка не на улицу в автобус, а скорее всего, как с терминала будет заходить. Ну, это уже большой плюс будет. Ну, для детей, наверное, что-то отдельное, пока ждешь рейса своего, чтобы они отдыхали как-то, что-то там делали. Они так просто сидели рядом с мамой, там уставали. Чтобы время получения багажа не так было долго, чтобы вот это вот помещение именно, где багаж получают, большое было. Вы знаете, я по секрету видела уже это здание аэропорта, поэтому мне, в принципе, все устроило. Очень красивый, современный, большой. А вот удачницы ждут завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Полярный» впервые за 50 лет. Работы проводят в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». В 2023 году строители забетонировали 1550 метров полосы.
В августе текущего года планируется завершить реконструкцию. Это оставшиеся 950 метров. Таким образом, обновленная рабочая длина взлетно-посадочной полосы в аэропорту составит 2,5 километра. Безусловно, вот вопрос развития и реконструкции аэропортов Якутии – это жизненно важный вопрос для нашего населения. Потерпеть временные неудобства жителям приполярного города осталось последний сезон. На время ремонта взлетно-посадочной полосы авиакомпания «Алроса» снова запустит регулярные рейсы из Удачного в Мирный и обратно, со стыковкой к рейсам в центральные города России. Всего же с 2019 года в Якутии реконструировали 10 аэропортовых комплексов по федеральному проекту развития региональных аэропортов нацпроекта, который инициировал президент страны Владимир Путин. Юлия Сундукова, Елизавета Седых, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». С 1 марта в акционерной компании «Железные дороги Якутии» стартовал пилотный проект по реализации услуги предоплаченного питания и станет доступной для пассажиров поезда Нижний Бестях-Благовещенск. Теперь появилась возможность выбирать и оплатить рацион питания на этапе покупки билетов в купейные и плацкартные вагоны. Также с прошлого года компания перешла на систему динамического управления тарифами и введена услуга гендерного купе. С 1 марта стартовал пилотный проект по реализации услуги предоплаченного питания. На первых порах такой сервис стал доступным для пассажиров поезда Нижний Бестях-Благовещенск. Таким образом, у пассажиров появилась возможность выбрать и оплатить рацион питания на этапе покупки билетов в купейные и плацкартные вагоны. Будет доступно 4 типа рационов. Питание на 4 блюда на выбор. Значит, это у нас говядина, свинина, рыба и курица. Значит, в доп. Питания входит, значит, гарнир, хлеб, булочка, салат. Значит, все пассажиры, которые купили билет с доп. Питанием, уже гарантированно при посадке в поезд будут обеспечены данным питанием. В будущем, да, если это данный проект реализует себя, то будут рассматриваться также направления 327-го поезда Нижний Бестях. С прошлого года компания ввела услугу гендерного купе в вагонах. Проездные документы на гендерное купе действуют практически по всем направлениям. Также с прошлого года компания перешла на систему динамического управления тарифами. Это касается поездок в купейных вагонах, что позволило пассажирам заранее планировать поездки и купить дешевые билеты. Так, самые дешевые билеты можно приобрести от 90 до 39 суток до отправления. Покупал билет электронный. Вот. Но очень удобно сейчас. Мужское купе, женское купе, гендерное, да, называется. Вот. Ну, я доволен. Второй раз едем. Ну, качество обслуживания устраивает. Все хорошо, чисто. Ну, своевременно, все отлично. Очень удобно, да. Безопасно. Немаловажно это. Ну, билеты заранее, да, реально по приложению. Скачиваем приложение и покупаем в интернете. По поручению главы Республики Айсена Николаева проводится работа по приобретению одного пассажирского вагона, адаптированного для перевозки маломобильных групп населения за счет бюджета республики. За прошлый год компания приобрела 13 пассажирских вагонов. В этом году планируется купить еще 2 вагона, адаптированных для эксплуатации в особых климатических условиях, за счет чего сокращено количество арендованных вагонов. Гульнара Аммосова, Мегино-Кангаласский район. Здоровье человека – залог счастливой жизни. В первый весенний день обновленный комплексный терапевтический участок микрорайона Кангалас распахнул свои двери. Отныне жителей будет принимать теплое и просторное здание. Вероника Таюрская пообщалась с пациентами и узнала их мнение о терапевтическом участке. Открытие нового и комфортабельного здания жители ждали давно и дождались. В торжественной обстановке состоялось открытие комплексного терапевтического комплекса в микрорайоне Кангаласы. Все присутствующие выразили свой восторг и теплые пожелания в адрес медицинского персонала. Больницу, конечно, мы очень рады от всего и от родственников, от своего коллектива, и от этого поселка. Мы все довольны, что такая у нас сейчас появилась больница. Это раз. Нравится мне этот терапевт. Мы все очень довольны, что у нас такая больница открылась. Наконец. А то была очень плохая там больница. Тесно было там. Плохо туда было ходить. Нравится новая больница. Чисто, хорошо. Самое главное – тепло. Нашим докторам хорошо здесь работать. Докторов любим, уважаем и желаем, чтобы хорошо все было.
Дали временное помещение, давали, мы ходили туда. Но здесь-то, конечно, сейчас не сравнить, как было. Отныне жители смогут посетить терапевта и педиатра, а также при необходимости сдать анализы и воспользоваться дневным стационаром в просторном и теплом здании. Для женщин в комплексе располагается гинекологический кабинет. Помимо этого, несколько раз в месяц в микрорайон будут приезжать врачи узких специальностей. Но сами врачи отметили, что в нынешних условиях работать стало лучше и комфортнее. Здесь по графику приезжают врачи-специалисты, врач-офтальмолог, врач-невролог, врач-акушер-гинеколог, врач-педиатр 2 раза в неделю приезжает, идет забор анализов, стационар, дневной стационар работает для оказания медицинской помощи взрослому населению. Нынешнее здание комплексного терапевтического участка расположено по соседству со старым. Министр здравоохранения Лена Афанасьева поделилась воспоминаниями о старом здании 1989 года постройки, которое получило сильный снос и было негодно к дальнейшей эксплуатации. Рядом, по соседству здания, в котором оказывалась медицинская помощь. Но, к сожалению, со временем так получилось, что все-таки те условия, в которых находилась медицина в Кангаласах, она, собственно, со временем как-то перестала удовлетворять тем потребностям, которые, в общем-то, необходимы. Теперь жители микрорайона Кангаласы могут получать медицинскую помощь в комфортабельных условиях. В скором времени в комплексном терапевтическом участке откроется аптека. Вероника Тверская, Григорий Хлопков, Кангаласы. Ленская центральная больница встретила бригаду врачей из республиканской больницы номер 2. Медики в течение 10 дней провели прием ленчан, а также провели различные операции. Подробности работы медиков у Светланы Балеевой. Всю эту неделю до 6 марта бригада медиков работает в Ленске. Прием будет вести ряд специалистов. Отоларинголог, невролог, колопроктолог, эндоскопист, травматолог, ортопед, анестезиолог и хирург. Заранее были отобраны пациенты, у которых есть показания к проведению оперативного лечения. Врачи из столицы проведут операции по замене тазобедренного сустава, удалению желчного пузыря и септопластики. На депротезирование у нас примерно 9 человек, на операцию по удалению желчного пузыря у нас около 16 человек, на операцию по септопластике 9 человек и на лечение геморроя, трещин, свищей к колопроктологу тоже около 9 человек. Но это предварительные результаты, то есть доктора еще будут осматривать пациентов, отбирать, и кто-то, возможно, не попадет, кто-то, возможно, после консультации, может, они еще доберут. Возможность получить оперативную помощь на месте, не выезжая за пределы района, ленчане получили благодаря проекту, инициированному главой республики Айсеном Николаевым. Он стартовал в Якутии с начала этого года. Призван повысить доступность специализированной медпомощи населению районов. Они оперируют пациентов, сами ведут этих пациентов послеоперационных. Кроме того, обучают докторов, показывают, рассказывают. То есть это такой момент и лечения, и учебы. Для Ленской ЦРБ это очень необычно тем, что к нам одновременно приезжают практически 20 специалистов. Все эти доктора будут оперировать, и будет идти поток такой, как вот идет поток в республиканской больнице. Все операции будут проводиться на базе хирургического отделения Ленской ЦРБ. С собой привезут 5 эндопротезов тазобедренных суставов. Будет проводиться лапароскопическая холецистектомия. Да, у нас есть аппарат лапароскопический, который наш аппарат, и в принципе у нас достаточно много оборудования, на котором они могут работать, они просто привезут с собой какие-то расходные материалы, свои инструменты дополнительно, да, и все операции, которые делает РБ-2, мы можем сделать здесь. Кроме операций, врачи РБ-2 проведут амбулаторный прием пациентов. Жители Ленского района могут записаться к специалистам по номеру телефона колл-центра 122. Также планируется выезд невролога в отдаленные поселки Витим и Пеледуй. С 26 февраля по 6 марта в Ленске будут работать врачи-сурдологи, но к ним, к сожалению, запись уже закрыта. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Якутске стартовали традиционные первенства и чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу. Уже много лет подряд эти соревнования посвящены памяти первого чемпиона мира по кикбоксингу из СССР Александра Иванова.
В первенстве и чемпионате принимают участие более 120 спортсменов из 6 регионов Дальнего Востока, в том числе команды Сахалина и Камчатки. Подробности расскажет Александр Хавренко. Кикбоксинг – один из самых популярных видов спорта в нашей республике. В 90-е секции кикбоксинга открывались практически в каждом районе. И во многом на выбор вида спорта повлиял пример Александра Иванова, который первый из Советского Союза сумел завоевать титул чемпиона мира. И в память об Александре Иванове ежегодно в Якутске проходит первенство и чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу. Год проводим чемпионат и первенство, потому что не разделяем. На это соревнование участвуют и взрослые, юниоры и юноши. Но знаменатель тем, что очень ответственное соревнование. Среди юношей 14-15 лет будут проходить отбор на 8-летние игры, спортивные игры «Дети Азии». Дальневосточный федеральный округ команда и команда Республики Саха-Якутия. В этом году кикбоксинг впервые включен в программу игр. И тем ответственнее попадание в сборную. Но якутская школа кикбоксинга широко известна и в России, и в мире. Поэтому в федерации уверены, якутские спортсмены смогут дать достойный бой. Отличительная черта, она есть у любого региона, поскольку тренеры тренируют своих спортсменов, то есть есть какие-то характерные удары, характерные техники и так далее. Конечно, Якутия отличается. Якутские спортсмены достаточно сильные. Всегда на таких массовых турнирах, которые там проходят по России, якутских спортсменов можно отличить по их технике. Достаточно интересные бои всегда показывают, и с интересом всегда за ними наблюдаем. Более 120 бойцов в эти дни выйдут в ринг спортивного комплекса «Дахсун», где пройдут жаркие и зрелищные бои. А лучшие из лучших уже летом выйдут против сильнейших юных кикбоксеров со всего азиатского континента. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Весна – время не только перемен, но и больших премьер. Театр оперы и балета имени Суруна Малона готовит оперу «Евгений Онегин». До премьеры осталось буквально несколько дней. Декорации готовы, костюмы отшиты, актеры вовсю репетируют свои партии. На одну из репетиций заглянула и наша съемочная группа. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог. Его пример другим наука: о боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь. Так начинается известный роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», и именно по нему театр оперы и балета готовит постановку на суд массового якутского зрителя. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Молодой повеса, опытный сердцеед и эгоист, любитель пиршеств, балов и дуэлей. И таким предстает у Пушкина главный герой романа, которому предстоит пройти множество испытаний и метаморфоз. Его роль в оперной постановке досталась Алексею Иванову. Он признается, роман читал, в роль попадать было сложно, но помогло наставничество режиссеров. Причем для молодого актера это еще и первая главная роль. Начал работать как солист в этом году, только в январе. И вот мой первый, как сказать, большой выход, вот получается Евгений Онегин. И прям таких ролей я пока не исполнял, ну, имеется в виду крупных. Волнение, конечно, есть. Всегда бывает, даже во время спектакля, но стараемся их преодолеть. В целом, ставка на молодых актеров этой постановки есть одна из фишек всей оперы. Партии Татьяны, Владимира, Ольги исполняют новые лица, работа с которыми велась непосредственно в стенах театра. В течение нескольких месяцев так называемая стажерская группа училась азам у мэтров большой сцены. Для наших молодых солистов, для повышения профессионального уровня мы решили открыть стажерскую группу. И там мы разучиваем партии. И арии, кто на конкурсах будет участвовать. Ну и, естественно, работаем над техникой, над образами, над музыкальностью, над грамотностью и так далее. Как признаются постановщики, Онегин своего рода золотой стандарт для любого театра нашей страны. Особенно сложно и интересно поставить его в так называемой классической форме, с живым оркестром на музыку Чайковского. Именно эту синергию новой формы и классического содержания и увидит якутский зритель. У нас будет премьера, мы выйдем на зрителя, и мне сказали, что зал 2 числа уже забит, 3-го как бы успешно расходятся билеты. Но еще есть. А это совсем рядом. Это вот буквально конец недели.
Премьерные спектакли запланированы на 2 и 3 марта. Там зритель сможет ознакомиться со всеми метаморфозами главных героев и насладиться уже ставшими классикой мелодиями. Петр Васильев, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Тысячи тюльпанов самых различных сортов и видов вырастили в ботсаду Владивостока. В одном из самых крупных садов цветет все. Но наибольшее внимание привлекают, безусловно, тюльпаны – красные, желтые, розовые и белые. Каждый год сотрудники высаживают тысячи луковиц, чтобы показывать их на выставке. Подробности знает Лиана Михайлова. В преддверии Международного женского дня в ботаническом саду города Владивосток вырастили около 9 тысяч тюльпанов. Тюльпан, как известно, является символом весны, окончания холодов, а также радостного ожидания предстоящего лета. С 10 февраля по 10 марта в ботсаде проходит весенняя выставка под названием «Опережая весну». На выставке презентуют огромное количество цветков и растений, но основное внимание уделяют тюльпанам, поэтому с каждым годом работники сада ставят приоритет на разнообразие и расширяют количество редких сортов. Мы стараемся каждый год показать нашим посетителям новые сорта, которые отличаются от предыдущего года. Ну, то есть мы знакомим и с новинками селекции тюльпанов, и нарциссов, и гиацинтов, и классические любимые сорта тоже для наших горожан показываем. Ежегодно в оранжерее работники высаживают более 30 разных сортов. Уход и наблюдение за рассадой огромного количества тюльпанов – дело непростое. Каждый сотрудник должен соблюдать ряд правил и знать множество нюансов, чтобы цветы росли в благоприятной среде. Сразу их нельзя садить. Растение еще надо, можно сказать, обмануть. Растение должно почувствовать, что как будто наступила весна. Поэтому после того, как луковицы приобретаются, их обязательно нужно охладить. В оранжерее гости приходят провести время в компании цветов и растений даже из других регионов страны. Так из Иркутской области прилетел увидеть оранжерею Анатолий Шибанюк. Исходя из условий погодных в Владивостоке, это дело надо развивать, и тюльпанов должно быть больше, которые будут рады, особенно в преддверии 8 марта. С каждым годом ботанический сад удивляет своих гостей и знаменует начало весны не только тюльпаны, но и огромное разнообразие цветов со всех стран мира. Лиана Михайлова, Владивосток. Начало марта в Якутии ознаменуется значительным потеплением. В западных районах дневная температура воздуха поднимется до минус 8 градусов, в центральных до минус 15. Причем с каждым днем температура воздуха будет только повышаться. До конца этой недели погода на большей части Якутии будет довольно спокойной и преимущественно без осадков. В выходные дни в центральной части республики местами ожидается небольшой снег, который придет с юго-востока. В центральных районах ночная температура воздуха прогнозируется в пределах минус 32-37 градусов. На западе республики, в Мирнинском, Ленском, а также в Алекминском районах будет еще теплее, до минус 8 и минус 13 градусов. Большая часть марта, половина, на территории республики это еще все-таки зимний месяц, потому что ночные морозы достигают нормы где-то примерно в пределах минус 30, даже местами и ниже, а в северо-восточных районах и 50-градусные морозы в марте месяце тоже еще не исключение как бы из правил. Поэтому март, он чаще всего как-то делится на две части, то есть первая – это еще мы готовимся к весне, а уже вторая половина марта – это вот уже финишная прямая. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.